Этот трехэтажный дом был построен еще в хрущевские времена. Расположенная в самом центре южной столицы постройка на сегодняшний день в буквальном смысле трещит по швам. И это неудивительно, ведь с момента возведения здания прошло как минимум 50 с лишним лет. Несмотря на то, что объект находится в аварийном состоянии, жители с большим риском для себя продолжают жить в многоквартирке. В 2 подъездах дома нет прохода в подвальное помещение. Именно поэтому при подземных толчках в доме появились трещины. Последнее крупное землетрясение в городе произошло в 2008 году. Тогда в каждой квартире появились пробоины. Муниципалитет, в свою очередь, выделил каждому жителю дома по 10 тысяч сомов для проведения косметического ремонта. Если местные власти найдут нам альтернативное жилье, то мы, конечно, с большим удовольствием освободим здание. Вы думаете, нам нравится жить в таких условиях? Да нет, конечно. Половина здания в плачевном состоянии. Это как раз та часть многоквартирки, где нет подвалов. В остальной части здания менее опасно. И тем не менее фундамент дома с каждым разом проседает. Есть угроза того, что вот-вот обвалятся стены постройки. Понимая это, жители протянули железный пояс вокруг объекта. Да и то нет гарантий. Со стороны госорганов регулярно выдаются предписания, чтобы вынудить жителей покинуть свои дома. Однако многим просто некуда идти. Вот и приходится им коротать свои дни в ожидании чуда. И чудо – это городские власти, которые когда-то обещали людям предоставить другое жилье. Дому присвоена 4-я степень опасности. Конечно, со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы убедить жителей покинуть свои квартиры. Организовывали встречи с представителем муниципалитета, но все попытки оказались тщетными. Бытует мнение, что в проблемах жителей дома номер 264 виновата не только природа, но и городские власти, которые в свое время в этом месте частенько пренебрегали правилами техники безопасности. Мало того, что в нескольких подъездах нет подвальных помещений, так еще и первые этажи в свое время экс-мэры выдавали разрешение под строительство магазинов. Естественно, деятельность торговых точек не могли не сыграть отрицательную роль в разрушении дома. В настоящее время отдельные жители аварийного дома ведут переговоры с представителями строительных компаний. Однако на строительство новых жилых домов компании могут решиться лишь в том случае, если их последующие затраты будут оправданы. Гульнур Абдыканова, Медербек Мамбеталиев, Бекназар Абдыкасымов, Джумарт Караев. Новости Ош Перим.